нашего занятия «Профессиональная этика в системе прикладного этического знания». Почему так важен этот вопрос в подготовке вас как будущих специалистов? Почему будущий педагог, а вы таковыми будете через несколько лет, должен обладать профессиональной этикой педагога? Все вы знаете, что профессия педагога, она стоит особняком среди других профессий. Почему? В первую очередь, потому что это работа с живыми людьми. Вы знаете, что насколько себя показывает педагог будущий детям, насколько он интересен им, насколько он умеет увлечь их за собой, вы будете восприняты детьми в этом ракурсе. И эта ответственность, она ложится в первую очередь на личность педагога. Эта ответственность, она должна пройти с вами, эта мысль об этой ответственности через всю вашу деятельность. Наша задача педагогов высшего образовательного учреждения, которые отправляют вас в этот путь, подготовить вас, принять этого человека, ученика, понять его, помочь ему обрести себя в будущей профессиональной жизни. Задача эта нелегкая. Сегодня студентам педагогических учебных заведений преподается широкий спектр психологических наук. Воспитание и развитие будущего учителя – одна из важных проблем психологии. Избранная студентами профессия обязывает их быть неравнодушными к своей работе, чувствовать настроение учащихся и переживать вместе с ними радости и неудачи, быть в курсе интересов и увлечений своих учеников и умело направлять их на путь познания и самосовершенствования. Каким должен быть учитель 21 века? Талантливым или просто хорошим специалистом? Здесь ответ может быть неоднозначным. С одной стороны, надо подумать, сколько у нас в школах талантливых детей, и всем ли нужны талантливые учителя? Или просто нужны специалисты своего дела, мастера, которые научат, сформулируют, воспитают? Дорогие телезрители, сегодня в гостях психолог Лейла Джанралиева. Мы рады приветствовать вас в нашей студии. Лейла, с психологической стороны, какими качествами должен обладать учитель? Ну, во-первых, мне хотелось бы начать с того, что профессия педагог вообще относится к системе человек-человек, да? И вот исходя из этого, конечно же, во-первых, педагог должен обладать устойчивым, хорошим самочувствием в работе с людьми. Конечно же, педагог должен быть творческой личностью и любить детей. Без этих двух качеств, мне кажется, человеку и в педагогику идти не стоит. Поэтому чувством, широким кругозором, во-первых, иметь широкий кругозор, уметь ставить себя на место другого человека, хорошо разбираться в любых ситуациях, уметь наладить контакт как с детьми, так и с родителями. Еще одной немаловажной способностью, которой должен обладать педагог, это, конечно же, перцептивно-рефлексивные способности. То есть это что? Способность проникать во внутренний мир ученика. Его психологическая наблюдательность, чтобы он смог уловить вот эту тоненькую нить и вот это психическое состояние, которое преобладает на данный момент в ученике. Конечно же, педагог должен обладать и чувством педагогического такта, и высоким уровнем самоконтроля. Он должен уметь контролировать свои эмоции, свои чувства, свое вот это именно эмоциональное состояние, и он должен знать, как вести себя в какой-либо подобной ситуации. Но это же нелегко. Конечно же, это нелегко, поэтому педагог, он должен быть психологом. Понимаете, Зыр, вообще педагог, он выполняет много социальных ролей. Это и учитель, и воспитатель, и организатор, это помощник, это мама, это друг, это психолог. Вот это все должно быть заключено в одном человеке. Поэтому, мне кажется, вот именно вот эта педагогическая профессия, мы не зря говорим, да, что труд учителя — это очень тяжелый труд. Естественно. Вот в связи с этим и
вот эти все качества должны преобладать, конечно же, в педагоге. Эти студенты только начинают свой профессиональный путь. В процессе подготовки будущего учителя необходимо принимать во внимание умение управлять своим поведением и поступками, его отношения с окружающими, говорят специалисты. Давайте немножко представим себе, проиграем ситуацию, и вы посмотрите, примерите на себе роль учителя. Ребенок за последней партой, как часто бывает, не самые послушные, мешает вам вести занятия. У вас новая тема объявлена, вы хотите, чтобы до каждого дошло, да, то, что вы хотите сегодня объяснить, чтобы все поняли, и чтобы продолжение домашнего задания это было реальным процессом. Как вы себя поведете, если вам мешает ученик за последней партой? Вы сделали одно замечание, второе, третье. Каковы ваши действия? Например, этот ребенок может быть единственным в семье, и он, так как у него не хватает, в школе не хватает внимания, он требует к себе большого внимания. И учитель должен обратить на него внимание или дать индивидуальное задание, вызвать к доске. То есть бывают такие ученики, которые требуют к себе внимания. То есть учитель должен понять психику каждого ребенка и уметь найти подход к каждому по-своему. Возможно, что для того, чтобы не мешал этот ребенок, выгнать его из класса, освободить себя от него и дальше продолжать урок. Выгонять нельзя. Это не метод, да? Почему? Во-первых, он эту тему пропустит. Правильно. И лучше дать ему понять, что эта тема ему в будущем пригодится. И плюсы этой темы показать этому ребенку. Учитель ответственен за здоровье, жизнь ребенка, пока он находится в школе. Проблема выбора педагогической профессии, она очень актуальна сегодня, потому что, во-первых, среди других профессий это не самая востребованная сегодня профессия, хотя необходимость в ней, она практически всегда была и будет, пока живет человечество. Для того, чтобы быть интересным для наших студентов, мы сами должны постоянно совершенствоваться. Это и постоянная работа над собой, постоянное стремление быть рядом со студентами, потому что эти навыки они потом понесут в школу. Ребятам интересен предмет, когда интересен преподаватель, который его ведет. Я считаю, что все-таки подготовку студентов педагогического вуза должны осуществлять преподаватели, которые имеют опыт работы в школе, потому что только они могут знать, что конкретно сегодня нужно в школе. Самое главное для нас сегодня – это воспитать достойную смену. Это, конечно, слова такие высокие, но, тем не менее, основание такое сегодня есть говорить, потому что для нас они всегда будут приняты, восприняты. Для нас они всегда, даже по окончании этого вуза, мы следим за их дальнейшим продвижением. Я выбрала именно физмат, потому что я очень любила и люблю нашу преподавательницу по математике. Она с 5 класса нам преподавала. Мы с ней, с учительницей, объясняли им даже, когда у нас ЕГЭ было. И мне очень... Просто я выбрала, потому что мне очень преподавательница нравилась, и мне сама математика очень нравилась. Я хочу именно преподавать с 5 по 9 класс, где слишком младших классах я тоже не хочу, но так, средних. Сегодня современная школа – это место, где ребята добывают знания, общаются, учатся слушать и понимать друг друга, учатся решать проблемы и принимать важные решения. У каждого профессионального педагога свой подход к детям и манера поведения, чтобы добиться продуктивной работы и дать им все необходимые знания. Педагогическая деятельность, как известно, может осуществляться в разных формах, среди которых особое место занимает урок. Какие факторы влияют на создание благоприятного климата на уроке? Знаете, Зель, вот этих факторов, именно, которые влияют на создание благоприятного климата на уроке, очень много. И от многого зависит, какая атмосфера будет царить на уроке. Да? Во-первых, это, конечно же, стиль поведения и стиль общения самого учителя.
так, как учитель преподносит тот материал, как он общается с детьми, как он общается с родителями, с другими учителями. Вот от этого может быть, зависит и, конечно же, психологический настрой самих учащихся и отношение учащихся к учению. Еще выдающийся педагог Макаренко говорил, обращаясь, да, к учителям, он говорил, что нужно сказать так, чтобы они, ученики, почувствовали в вашем слове вашу волю, вашу личность и вашу культуру. И ведь действительно, и еще он добавил, что этому нужно учиться. Ведь действительно, слово, это от слова многое зависит, да? Да. Как преподносит учитель информацию, как он относится к своим ученикам, вот именно это и будет влиять на благоприятный климат урока, и на благоприятный климат вообще в целом в классе. То есть педагог должен тонко чувствовать и иметь чувство, как я уже говорила, педагогического такта, владеть культурой слова, чтобы донести до учеников всю информацию и чтобы наладить контакт с ними. Рекомендации учителям. Увлекайте учеников содержанием материала, контролируйте темп урока, помогайте слабым поверить в свои силы. Держите в поле зрения весь класс. Особенно следите за теми, у кого внимание неустойчиво. Предотвращайте сразу же попытки нарушить рабочий ритм. Обращайтесь чаще с вопросами к тем, кто может на уроке отвлечься. Залпа Сахидовна, помогите мне, пожалуйста. Правильно я исправила? Что у тебя? Смотрите, на белой скатерти сундуков видны зайчи, листья, птичьи следы. Это правильно. Молодец, умничка. Умничка, молодец, умничка, умничка. Очень хорошо, правильно все. Ниночка, ты у нас молодец, у тебя все получится. Да, это бывает. Не переживай, лапочка. С самого первого вступления на порог школы учитель заменяет самого дорогого человека. Он становится всем для ребенка, родителям, наставником, примером для подражания. Здравствуйте, ребята! Ребят, я буду вас вести урок русского языка. Меня зовут Амина Альбертовна. Какую тему вы проходили на прошлом уроке? Скажи, Феда. Мы проходили тему однородных членов предложения. Да. А что вы можете сказать про однородные члены предложения? Однородными членами являются второстепенные члены. Что еще? Связывается запятая. Все, молодец. Недаром все дети любят играть в учителей в раннем возрасте. Вот и меня не обошла стороной игра в школу, говорит молодая учительница Амина Зурабова. Позже я перешла к обучению своих младших братишек и сестренок. Выйдя за порог любимой школы, отправившись в первое длинное путешествие по школе жизни, я выбрала себе профессию учителя, говорит она. Сегодня, как вы знаете, у меня первый день. Я очень волновалась, поскольку я всегда мечтала стать учительницей именно начальных классов. Поскольку дети такие искренние, у меня есть замечательная наставница, это Залпа Сахидовна. Она мне во всем помогает, советует, говорит, как нужно ладить с детьми, как с ними обращаться. Я посещаю ее уроки, учусь, но в будущем надеюсь, что стану хорошей учительницей и у меня будет свой замечательный класс. Залпа Сахидовна работает учителем более 40 лет и считает это своим призванием. Мне нравится преподавать и вносить значительный вклад в жизнь детей. Когда я смотрю на лица детей, мне хочется дать им как можно больше знаний, умений и навыков, говорит она. Поэтому в школу прихожу всегда в приподнятом настроении, ведь дети всегда чувствуют настроение. А главная наша формула успеха – это признание, когда видишь отражение того, что хотелось получить в результате проведенной работы в глазах учеников, родителей, коллег, говорит Залпа Сахидовна. Вы знаете,
Работа учителя, я бы сказала, это не работа. Это цель жизни. Это вся твоя жизнь. Без детей свою жизнь вообще я не представляю. Я работаю много, уже 38 лет. И бывает разное. И конфликтные ситуации, это должны быть даже. Но наше время, на данное время, не дети у нас трудные, у нас родители трудные. И приходится порою говорить больше, находить общий язык с родителями, более с детьми, потому что каждый родитель считает, что его ребенок самый умный, самый лучший. И когда родители говоришь или делаешь замечания, они очень принимают вот это близко к сердцу и приходят вот именно с родителями. А вот с детьми у меня совершенно, вот сколько я работаю, вот чтобы было, чтобы детей я не понимала, чтобы дети меня не понимала. Я даже не помню таких ситуаций. Где бы ты ни был, ты слышишь, ой, сколько вам терпения надо, как вы работаете учителем, какие сейчас трудные дети. А вот я не могу вступить в беседу, я думаю, боже мой, как вы не правы. У нас очень хорошие дети, у нас очень понятливые дети. Самое главное, откройте им душу. Честное слово, они откроются вам полностью. Надо стать на место, вот, видеть их глазами, их мыслями, их чувствами. А дети вам полностью откроются. У них от вас секрета не будет. И поэтому мне совершенно терпение, какие-то вот эти слова даже не знакомы. Настоящий учитель – это человек, который имеет не только глубокие знания, но еще умеет общаться с детьми, воспитывать их честными, работящими и добрыми. Если вы хотите стать учителем, то должны понимать, что работа с детьми безумно сложная, особенно если их 20-30 по одном помещении. Самое главное, что необходимо сделать учителю, это найти подход к каждому ученику. И в заключение, будет у вас отдельная рекомендация для будущих учителей и для тех учителей, которые сегодня работают с детьми? Спасибо, очень интересный вопрос, и как раз он таки полезный, этот вопрос. Да? Конечно же, прежде чем выбрать профессию педагога, человек должен подумать, а смогу ли я, люблю ли я настолько детей, чтобы стать им второй мамой, да? Или вторым родителем, можно сказать. Поэтому нужно сначала задуматься, оценить свои возможности, оценить свои способности и только потом выбирать эту профессию. Конечно же, нужно быть положительно настроенным. Перед тем, как учитель идет на урок, он должен иметь хороший эмоциональный настрой, такое бодрое настроение, и он должен знать, что психологический климат и атмосфера вообще строится даже не конкретно на уроке, а вне урока. Вот то отношение, которое складывается между учениками вне урока, вот это и будет влиять на дальнейшую продуктивную деятельность. Это одна из рекомендаций. Вторая рекомендация, конечно же, педагог должен всегда повышать свой уровень профессионального становления, да? Так как именно он вкладывает в этого ребенка весь багаж знаний. Багаж знаний, да, можно сказать. Он учит, он воспитывает, он организует его. Нужно же, конечно, профессионально расти и повышать уровень свой профессиональный. Спасибо вам за продуктивную беседу и за ваши рекомендации. А я напоминаю, что на студии был психолог Лейла Джунаралиева. Уважаемые телезрители, благодарим вас за то, что все это время были с нами. Учителем может быть не каждый. Поэтому, кроме знаний, полученных в стенах педагогических СУЗов и вузов, нужно еще любить детей и быть любимыми. Учителя должны быть примером для подражания. Помните, что воспитание не может быть успешным, если между учителями и родителями плохие отношения.